Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Салтанат Ермековой «Казахский жырау». Микрофона автор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлой нашей передаче мы говорили о том, что каждый сказитель или ищущий проходит 3 стадии религиозного транса. Начальное состояние его связано с чувством щемящей тоски, любовного томления, бурного потока слез, ассоциируемой с определенным образом невесты, жены, любимой и так далее. Этот уровень называется уровнем мутмаинна. Уровень мутмаинна еще не есть настоящая святость. Подвижнику дается возможность сделать рывок. Вот здесь, чтобы дойти до настоящего уровня святости, разия, первый уровень святости, далее марзия и высший уровень софья, ищущего могут ожидать огромные испытания. Он может оказаться без пира и потерять весь свой мир, который имел благодаря высокому духовному уровню своего учителя. Но в духовном смысле лучше потерять свой мир, так как почести и слава могут сильно развить в подвижнике страсть, навс, и он может потерять весь набранный потенциал. Пребывание Алпамыса в Зиндане, испытания и страдания Едыге Батыра были связаны, по всей вероятности, с этим аспектом, с аспектом испытаний от уровня мутмаина к уровню разия. Освобождение представляет собой, прежде всего, как уничтожение желаний, точнее, угошение их страстностей. Принципы так называемого среднего пути рекомендуют избегать крайностей, как влечения к чувственному удовольствию, так и совершенного подавления этого влечения. Подобное освобождение произойдет не сразу, а постепенно, в течение нескольких лет. Духовный уровень человека должен стать настолько высоким, что самоотречение от земной любви станет очень легким и спокойным, как это сделал Авраам, отрекшись от своего сына во имя высшей любви. На первом этапе борьба двух начал будет очень острой. Если в экстазе преобладает светлая линия, проявляется мир объектов, которые характеризуются добродетелью, отрешенностью, познанием, желанием интеллектуального развития. Если же преобладает темная полоса, она характеризуется несовершенством, пороком, привязанностью, неведением и пессимизмом. В связи с этим навс, соблазн, расположенный в сердце, будет играть в данной борьбе основную провокационную роль. Например, Асан Кайга. «Адам әзіз айтар деп көңіліңді салмағыл, нафс алдаушы дұшпанның насихатын алмағыл». Не попадайся на сладкие речи лицемеров, не слушай проповеди лживого врага своего навса. Мистики не могли передать все свои глубокие внутренние переживания простому обывателю и называли их раем и адом. Шортанбай Ханайұлы. Атамыз адам пайғамбар топырақтан жаралды, сол адамнан таралды ұрлық пенен қорлықтан. Өтірік ғайбат зорлықтан бойыңды тартып тек жүрсең, көрмессің деген залалды. Белгісі деген бейіштің, жазғы салқын самалды. Тәркі деген тамуқтың, қысқы суық амалды. Отец наш пророк Адам, сотворенный из глины, от человека пошло воровство, позор и унижение, ложь и насилие. Если не станешь подчиняться злу, проживешь с достоинством. Поймешь, что такое рай с его летней прохладой и что есть ад с его лютым холодом. Мучения души за совершенный грех стали для Адама адом. Подобные испытания проходит каждый пророк и святой. И тем не менее страдания все же лучше, нежели безразличие вообще, которое мистики отождествляют с понятием чистилища, а страдать и радоваться – это и есть жизнь. «Я согласен и на ад, и на рай, только не на чистилище», – писал Умар Хайям. Кастуган жрау, «Жүректі таза сақтау өте қиын, трудно держать сердце очищенным». Шәкәрім, қызына асық болмаса, мастықпен көңіл толмаса, көкейіме қонбаса, бейсің маған мұз бен қар. Молдека ола емес қой, құс сүйіп жеміс жемес қой, мысалмен айтқан кеңес қой, тапсырлеуге миың тар. Мне не нужен рай твой ложный холодом объят, и не ложью сыт я буду, а той правдой врат. Коль не быть влюбленным в пыли и не пить вино, то и мне не надо верь мне сказки сей давно. О, мулла, невежда бедный, ты все так же глуп, смысл слов святых не знает, ведь ты твердишь опять. Рай и ад, все это к слову нам должно понять.
В мистицизме такое явление называется борьбой между дьяволом и ангелом. Малейшая агрессия может вызвать увеличение негативного начала, и придется все начинать заново. Насихат сугурула. Жанды хаққа тапсырып көкіректі мұз қылмай, ит терісін тоң қылмай, шапшақ тасты бор қылмай, көрінгенді ат қылмай, тай құлындай айғасқан бауырласты жат қылмай, қара көзден қан тамбай, әттен көрсем дегенді сағынғанда тамсанбай, ер бақытты сыналмас осындайда байқаймай. Предав душу истине, не впускай холода в свою душу. Не годится носить собачью шерсть, не станет простой камень мелом, не станет каждая тварь иноходцем. Нельзя отталкивать родных, словно куланы, борющиеся в степи. Если не текут из глаз кровавые слезы, и не пребываю я в вечной тоске по тебе. Только так можно испытать Джигита. Шалақын. Ашу дұшпан болғанда нәпші жауың, ақыл тұрған алдында асқар тауың. Жүрекке ашу келіп толған шақта денеңнің біле алмассың ауру сауын. Гнев твой враг и гордость тоже, ну а разум – высокая гора. Когда сердце наполняется злостью, это болезнь в твоем сердце. Дулат ақын. Нәпсі төбет қабаған жемтік көрсе тұрама, арылдап танау жиырмай. И нәпс твой, словно пес рычащий, еду завидев, расширит ноздри в тот же час. Шортанбай Қанайұлы. Құбылып тұрған қызыл гүл құраса кетер мәнері, сабырлысан жетерсің, құданың болса берері. Засохнет красочный цветок, что яркостью манил, и сдержанность твоя есть путь к желанной цели, коль Бог того захочет. Ақмолла Мұхамедиярұлы. Алтыншы қымбат нәрсе сабыр деген, сабырлы адам мұратын табар деген. Әр істе сабырсыздық түбі қорлық, сабырсыздық басқа бәле салар деген. А шестая драгоценность – сдержанность твоя. Что к мечте врата откроет сдержанность твоя. В каждом деле гнев есть враг твой, знай об этом. Ярость только лишь к напасти приведет тебя. Ярыпты 29 келеді әліп, Күлдір-күлдір нетіп күріңді мінер мекен біз күдер. Біздің де қазақ үйренген жалғанның мынау жері. Вы слушаете передачу «Казахский жырау». Суфии нередко сводили трансмутацию и фана к чисто этическим принципам исчезновения дурных качеств и пребывания хороших. В нравственно-эмоциональной сфере господствующей здесь оказывается концепция терпимости, относительности. Этот идеал предстает как абсолютное непричинение вреда окружающему, проистекающее из общей мягкости, доброты, чувства совершенной удовлетворенности. Таспен урса аспен ур. Идентичные ударили по одной щеке, подставь другую. В связи с этим практика созерцательного размышления служит прежде всего для преобразования психофизиологии личности и не только как средство познания. Нұрым бақытына болған пенденің хақ қаламның жолында тәубасы қабыл болмайды тәкаппар болған менменнің, адасып көнбей ерлерім, айрылар болды елдерім. Человек, созданный для счастья на пути к истине, не примет Бог покаяния высокомерного себялюбца. Потерянные и упрямые люди, народ, раздвоенный наполовину. Именно в этом состоянии у мистика развивается способность к психометрии. Психометрия буквально душевное измерение, видение глазами души или внутренним зрением. Умбетей жырау. Эй, ақтан берді қабанбай, қайрамауын шатысыңды, сырт тазасы не керек, тазар тәуелі ішіңді, салмақтасан айта ғой, хан алдында күшіңді. Эй, ақтан берді қабанбай, не скрипите зубами, не злитесь. К чему внешняя приглядность? Очисти вначале душу. Как оценишь себя, тогда и покажешь хану свою силу. Бұрала біткен емендей қисық туған адамсың, бұл мінез, бұл қылықпен қайдан абырой табарсың? Ты словно кривой и твердый дуб, родившийся неправильно. С таким отвратительным характером не добиться тебе высот. Шалақын. Напсың бір көкжал бөрідей, иманың бағлан қозыдай. Егер тию салмасаң, иманыңды жеп кетер. Нафс твой огромен, словно злой волк, а иман словно серая овечка. Если не остановишь его вовремя, съест твой иман. Ақмолла Мұхамедиярұлы. Өзіме, себе.
Маған мағлұм сен өзің көптен жаман, нәпсің сені ертіп бүккен жаман. Бәлки біраз жақсырақ болар едің, сен көрсен өз-өзіңді иттен жаман. Ты хуже всех, поверь мне, это так. Твой нафс сразил тебя на нет, к земле прижав. Ты, может быть, и был бы лучше, чем другие, коль хуже пса себя считать бы стал. Таким образом, благодаря постоянной работе над собой, приходит состояние совершенной удовлетворенности и самоуглубленности, абсолютной независимости внутреннего бытия. Все это есть положительный эквивалент угошения желаний, то есть освобождения. В космическом плане оно выступает как остановка волнения. На начальном этапе трансмутации происходит одно из интереснейших явлений в мистицизме. Подвижнику возвращается память, точнее воспоминания, называемые древними философами анамнезисом, суфийский термин аль-мисах. Впервые мотив Эроса, как ностальгия по абсолюту, переплетается с теорией припоминания у Платона. Но первую развернутую концепцию памяти дал Аристотель в трактате о памяти и воспоминании. Собственно, память свойственна и человеку, и животному. Воспоминание же только человеку. Оно есть как бы своеобразное отыскивание образов и бывает только у тех, кто способен размышлять. Иностранное слово «форма» или «порама», которое часто используется в казахских эпосах, связано прежде всего с состоянием религиозного транса, в данном случае анамнезиса. Аль-Фараби не случайно считал себя учеником Аристотеля, и для этого не обязательно жить в одно и то же время. Необходимо получить цепь передач и пройти процесс трансмутации. То же самое касается и словосочетания «Аплатонның ақылын берсін», «Пусть Бог даст тебе ум Платона». Единственным реальным бытием, как считают истинные мистики, есть бытие Бога, поскольку человек, как и все сотворенное, имеет свое происхождение и начало в Боге, то он должен в конечном итоге рано или поздно возвратиться к своему первоисточнику после его разъединения, чтобы снова соединиться и быть в нем, то есть достичь первоначального состояния. Коран, 55 сура и 26 аят. «Все, что на ней и на земле, исчезнет», 27 аят, «пребудет вечно только лицо Господа твоего, владыки славы и величия». В религиозных системах это принцип предсуществования, аль-мисак, то есть нематериального начала до воплощения ее в материи. Таким образом, полученная от Бога чистота души должна быть возвращена ему в таком же виде, называемым мистиками аманат, залог. Как пример, можно сравнить чистоту ребенка с взрослым человеком. Шортанбай Ханайұлы: «Алтын күміс абзалын өлгеннен соң не керек? Өлген малың иманың, тіріде қамын жиғаның, аманатын алғанша жалғанда барма қиғаның». Зачем оно и злато, и богатство, коль за собой в могилу не унесть? Иман и вера – вот твое богатство, при жизни собранные ждут. Залог вернуть – вот наша цель, а остального ничего не жаль. Билер пара жемеңдер, жалғанда жолдас демеңдер, ақырет қамын іздеңдер, жалған бетті кезбеңдер. Недовольно ли им взятки брать, что в бренности не могут быть друзьями? Ищите дня последнего отчет и не слоняйтесь в бренности в угоду. В связи с указанным примером ахрет в религиозных понятиях конец света воспринимается мистиками, сказителями, также эзотерически. Это своего рода отчет, то есть смерть, последняя часть человека, когда придется оглянуться на свою прошедшую жизнь и понять, что же оставлено потомкам. Поэтому традиционные певцы и музыканты так часто обращались к годовым характеристикам, объясняя слушателям тем самым, что Бога надлежит искать по молодости. Шортанбай Ханайұлы: «Үлкендер саған айтайын, мал басына бармаңдар, ақырет қамын қармаңдар дүниенің боғы үшін». О, власть имущие, прислушайтесь ко мне. К чему так бегать за добром? Подумайте о часе, о последнем. К чему вам в бренности копаться? Ахмулла Мухамедиярұлы: «Көкірегін қатып қалған тастан жаман, ісің көп келіспеген басқа одан, ғибадат пен азаптанған құры ғадет, ақырет пайдасына жарамаған. Душа твоя как камень твердоносна, да и дела не лучше. Зачем в привычку
возводить моленье, что не годится для последних дней. Посвященный прокручивает цепь передач и видит акт первотворения. Каждый сказитель прочувствовал это, возвратившись к своему первоисточнику. Отсюда и мифологизация момента. «Ерте, ерте, ертеде, ешкы куйрон кельтеде» в давние времена. Или пример из шорского эпоса. Это было давно, когда мешалкой воду делили, когда горы топором делили и так далее. Идея анамнесиса Аль-Мисака предполагает прежде всего и первоначальную чистоту, и единую душу, из которой произошло все окружающее нас живое. Как отмечал Платон, сфера истинного бытия всегда открыта для души. Ей нужно только уметь вернуться к себе самой, познать свою истинную природу. Возможность такого возвращения обеспечена тем, что душа не целиком выступает из умопостигаемого космоса. Ее рождение в теле означает дробление единой души. По этому поводу Тайлор отмечал, что верование, воодушевление всей природы, то есть анимизм, присущее мышлению древнего человека в силу его примитивного умственного развития. Для примитивных человеческих племен солнце и звезды, деревья и реки, облака и ветры становятся личными одушевленными существами, которые живут наподобие людей или животных и исполняют предназначенные им в мире функции с помощью членов, как животные, или искусственных орудий, как человек. В таких случаях ум дикаря воспроизводит состояние детского ума. Дикий туземец Бразилии готов укусить камень, о который споткнулся, или стрелу, которая его поранила. Можно было вполне оправдать вышеуказанное мышление, назвать его примитивным в силу древности общества. Но подобного мнения, как правило, придерживаются все мистики, всех времен и народов, начиная с Платона. Авторы традиционного мировоззрения считают, что идея совместимости всего сущего, вплоть до возможности воспроизводства, может быть оценена не только как наивно-материалистическая, на первый крайне приблизительный взгляд. В ней, по сути, заключена столь острая и важная для нашей современности мысль о равноценности любого биологического органического феномена жизни как необходимого условия существования мира и природы вообще. Теперь мы подошли к одному из важных аспектов в мистицизме, к проблеме вещих снов, которые приходят посвященному в моментах религиозного экстаза. Древний человек связывал познание окружающего мира прежде всего с познанием себя. Сферу бессознательного традиционное мышление стремилось объять со всем живым. В связи с этим особенно важным является контроль над своей психикой во время сна. Подобный подход к автономной, неконтролируемой жизнью надсознательного в человеке считался наиболее необходимым в жизни древнего человека. Учения о снах, которые приписываются многими племенами вмешательству духов, относятся скорее к религии, чем к магии. Здесь перед нами снотолкование – искусство извлекать предвещания из снов, которые рассматриваются как сверхъестественные явления. Снотолкование, дающее такое символическое объяснение виденному во сне, известно и примитивным народам. Так писал Тайлор. Далее. Рассказывают, что целое австралийское племя переселилось вследствие того, что кто-то из туземцев увидел во сне сову известной породы, а их мудрецы объяснили, что этот сон предвещает нападение другого племени. Камчадалы, придающие большое значение снам, некоторым из них приписывают специальные значения. Как правило, снотолкования могут строиться на отдельных ассоциациях, выяснение которых невозможно, если только не сохранился ключ к ним. Способность мыслить и мыслить ясно является родовым признаком человека. Казахский фольклор изобилует выражениями типа «асыл ой», «таза ние», «цюега таза», «ой, таза» и так далее. В традиционном обществе разум выступал доминантой духовной культуры, поднимая человека над всем миром живого. Приведем цитату из книги «Мировоззрение древних тюрков». Наконец он становится обобщенным выражением человеческого духа. «Сагышо мог ед уайп» – дух бодр, плоть же немощна. Характерно, что в казахском эпосе отрицательный герой
охарактеризовывается как прожорливый человек. Отношение же мистиков к этому вопросу весьма однозначное, и сказителей также. Хазрет Инаят хан писал: «Что лишает человека всей красоты вокруг него? Это тяжесть его тела и тяжесть сердца. Его тянет вниз к земле, и поэтому все становится ограниченным. Но когда он стряхивает эту тяжесть и приходит радость, он чувствует себя легким. Все хорошие тенденции, такие как нежность и терпимость, все прощение, любовь и понимание, все эти прекрасные качества приходят из легкости в уме, в душе и в теле». Вот как об этом пишут степные сказители. Базар жырау. Сынау майды ер жігіт ерте тұрып кеш жатып, күн ара зорға нар татып, қабағы әбден қатпаса. Еңбексіз тапқан дүние қадірі болмас кісіге жоқтықтың зарын тартпаса. Встать с позаранку и поздно лечь, слегка перекусив. Так испытывается джигит, пока не окрепнет. Нет уважения благу, добытому бесчестно, и человеку, который не перенес страданий, невзгод. По всей вероятности, обряды постов с религиозной целью были известны людям с еще древних времен. Как отмечал Тайлор, следующую группу обрядов, подлежащих рассмотрению, составляют посты и некоторые другие средства вызывания экстаза или иного рода болезненного возбуждения для религиозных целей. При рассмотрении анимизма мы часто замечали или приходили к заключению, что верования малокультурных обществ в немалой мере основываются на фактах видений и снов, принимаемых за реальное общение с духовными существами. Зулусский врач приготовляет себя к общению с амалдози или духами, от которых он должен получить наставление в своем искусстве путем воздержания от пищи, путем лишений, страданий, бичевания и уединенных странствований. Связь между постом и общением с духами считается у зулусов столь тесной, что у них есть поговорка: «Постоянно сытый не может видеть тайных вещей». В жирного пророка они никогда не уверуют. Далее, поднимаясь от древнейших эпох культуры, мы находим религию, тесно связанной с экстатическими состояниями тела. В течение поста особое внимание обращается на сны. Индийский юноша, достигнув возмужалости, удаляется в уединенное место для поста, молитвы и размышлений. Там у него бывают видения, которые накладывают сильнейший отпечаток на всю его жизнь. Далее Тайлор пишет так: «Посты и сны практиковались с раннего возраста. Все, что юноша видит и испытывает во время поста и снов, считается им за истину и становится руководящим началом в его последующей жизни». За советом в делах он обращается к этим откровениям. Если посты были для него благоприятны, и народ уверует в его способность прозревать будущее, то для него открыт путь к высшим почестям. Старики решают дело и объявляют, что человек одарен пророческим даром, вдохновлен мудростью и способен быть духовным отцом своего народа. Таков был, по словам рассказчика, древний обычай, и знаменитые древние воины-предводители достигали власти этим путем. По всей вероятности, казахские батыры достигали верховной власти именно таким путем. Подобная традиция снотолкований перейдет, в частности, у казахов в ислам. Кубугул эпос. Түсімде биік тау көрдім, тау басында қар көрдім, тау басында қар көрдім, құйрығын тауға сабаған, айдаһар көрдім, зәр көрдім. Во сне я увидел высокую гору, на вершине горы лежит снег, увидел огнедышащего дракона, бьющего хвостом гору. Едіге эпос. Мен бүгінгі түсімде алтында ер ақбоз ат жалынан тартып мініппін. Ақ сұңқар құс болыппын, көкке таман ұшыппын, көкте жүрген періште оларға барып сөйлесіп, онан да аса ұшыппын, төбеде жүрген қоңырғаз көк үстінде іліппін, Тор тауына қоныппын, тос етіне тойыппын. Я увидел сегодня во сне себя на золотом седле белосивого коня. Схватив его за гриву, поскакал, полетел, словно сокол, в небо, ввысь, поговорил с ангелами в небесах и поднялся еще выше, поймал коричневого гуся в синеве, переночевал на горе Тор и наелся грудинки. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами была этномузыковед Салтанат Ермекова. Если вы хотите прикоснуться к своим корням, Бастайын бисмилля деп тәңірім атын прекрасным балладам степных сказителей
Слушайте передачу Салтанат Ермековой «Казахский жрау».